Образование клуба «Фронтовые подруги» берет свое начало в далеком 1987 году. Бессменным руководителем и организатором клуба по сей день является Наталья Васильевна Кадакова. Тогда, 30 лет назад, в объединение вступили 65 женщин, участниц Великой Отечественной войны из нашего города, которые наряду с мужчинами защищали страну. Сегодня их осталось всего 6. В честь 30-летия со дня основания клуба «Фронтовые подруги» в зале боевой славы городского историко-краеведческого музея был открыт новый стенд. Его презентация состоялась в начале встречи участниц клуба и представителей общественности Сибая. Большая часть информации и фотоматериалы были переданы музею из личных архивов женщин-фронтовичек, а также из архива самого клуба, который на протяжении всех 30 лет собирала руководитель «Фронтовых подруг» Наталья Кадакова. Конечно же, большую роль сыграла сама Наталья Васильевна, потому как у нее действительно накоплен большой материал. Это ее личный архив, получается, о клубе, о ее деятельности, ее черновики, рукописи, которые она каждый год приносила в музей, сдавала в архив, так скажем, фотоматериалы, фотографии с тех или иных поездок. Они хранятся также в музее. Некоторые документы были в музее принесены родственниками или самими ветеранами в более ранний период. К сожалению, не всех документы есть. Можно сказать, что работа по сбору документов о ветеранах нашего города и о женщинах-фронтовиках, и о мужчинах, которые воевали на фронте, у нас продолжается. В выставочном зале прошла торжественная часть мероприятия. Со словами благодарности к фронтовичкам выступили представители администрации города, молодежного парламента и дружественных клубов общественных и муниципальных организаций. Благодарственные письма от имени главы Сибая за активное участие в жизни города и военно-патриотический вклад в воспитание подрастающего поколения были вручены участницам клуба и всем, кто поддерживает и помогает в работе фронтовым подругам. Наталья Васильевна, как незаурядный человек, энтузиаст своего дела, она прежде всего объединила этих женщин в одну большую, крепкую, дружную семью для того, чтобы они смогли уделять времени себе, своим друзьям, близким. То есть сделать круг общения дружеским, товарищеским, делиться где-то бедами, где-то радостями и украшать свой досуг. Ну и, конечно же, вторая часть или вторая цель этого клуба – это прежде всего то, что они хотели своим примером, своими подвигами простого солдата. Да, мы видим, что они были представителями разных военных профессий, так скажем, говорили о войне подрастающему поколению. То есть с поры своего основания, с момента основания, они ведут действительно большую патриотическую работу. А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.